Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Восстановить режимы сна и питания. Может быть, дать им возможность полчаса-час поделиться впечатлениями. Как правильно подготовиться к первому рабочему дню, расскажет Салават Мухаммадулян. Новогоднее спасение! Не кажется, прыгнуть туда ведь. Вот так вот. Все подробности узнал Дмитрий Аринин. Гастрономический праздник. Вот когда с душой готовишь, то получается настоящая хорошая уха. Как в Лаишево сварили 300 литров ухи, расскажет Ленар Геннатуллин. Собрались покататься с горки всем селом. Почему в деревне Юлсубино Сабантуй справляет зимой? У местных жителей спрашивал Сергей Хайдаров. Оказаться в кабине пилота настоящего самолета и пообщаться с игроками любимой команды. Новогодние мечты сбылись сразу у двух юных татарстанцев. Они писали письмо Деду Морозу. Оно сначала попало на елку желаний, а потом в руки Рустама Минниханова. Готовимся к взлету, взлетаем. Восьмилетний Радмир Ищелнов месяц назад и представить не мог, что окажется в кабине самолета. А сегодня перед ним вся электроника, доступная только летчику. Можно и штурвал подержать, и на педали понажимать. Мальчик на 7-м небе от счастья. Хорошие. Понравилось? Да. Что тебе понравилось? Все. Самые яркие впечатления у детишек от Як-40 в свое время управляли вручную, поэтому здесь сотни датчиков. Последнюю посадку эта машина совершила 15 лет назад. А как его поднимали в воздух, Радмиру и его сестренке Диане рассказали взрослые. Столько всего должны делать. Экипаж вот этот весь. Новогоднюю мечту Радмира осуществил Рустам Минниханов. Вот она, та самая елка и тот самый конверт. Конечно, был шок. Мы вообще не верили до последнего, даже пока вот мы сюда вот не приехали, как-то это оставалось вот, для нас. А вот это действительно мечта сбывается. В дни каникул мечта сбылась у Айгуль Хайруллиной из Чистополя побывать на хоккейном матче и пообщаться с игроками Акбарса. Об этом она просила Деда Мороза. Он, похоже, сделал все, чтобы Айгуль не только увидела кумиров, но и оказалась на выбрасывании. Ты ожидала то, что ты выиграешь? Честно говоря, твое желание исполнится? Честно говоря, хотелось, но это было неожиданно. Дети, наверное, до сих пор еще, наверное, в такой эйфории не поймут, что на самом деле там вот нас пригласили, что это вообще с нами. У нас все болеют, у нас сын хоккеем занимается тоже, и Айгуля очень эмоционально переживает. Акбарс преподнес ей сухую победу в борьбе с Металлургом 2-0. Такие елки желания установлены по всей стране. До конца зимы добрый волшебник исполнит пожелания 2000 детей. Юлия Муратова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Можно сказать, чудесное спасение произошло в Бугульминском районе. В деревне Победа стажер полиции вытащил человека из горящего дома. Как признаются благодарные односельчане, пожалуй, никто, кроме Игоря, тогда и не смог бы помочь. С подробностями чудесного спасения Дмитрий Аринин. Все горело, крыльцо начинало тоже гореть. Так стажеру полиции Игорю Малыхину после работы пришлось иметь дело с огнем. Время было 7 утра. Соседи хоть и заметили, что горит дом, но сами помочь не смогли. Я в зал хотел сунуться, там уже полыхает в зале. В полиции Игорь Малыхин стажируется только с декабря. Как говорит, в таких ситуациях раньше ему бывать не приходилось. Я зашел, где-то 2 шага сделал, и на полу, получается, увидел его. За руки схватил и быстро потащил его на улицу. Больше в доме никого не было. Спасенного мужчину отнесли к родственникам. Мы все в одной деревне, все друг друга знаем, поэтому... Полицейский стажер вызвал в деревню пожарных и скорую. Благодаря своевременным и профессиональным действиям будущего полицейского удалось избежать трагедии. В настоящее время жизни гражданину ничего не угрожает. Героем Игорь себя не считает, но ему он уже стал для всей деревни. Жители благодарят и за спасенную жизнь, и то, что пожар не перекинулся на другие дома. Молодой такой побежал сразу. Не кажется, прыгнуть туда ведь. Вот так вот. А если бы не было, может, он, как говорится, там и сгорел бы.
Игорю Малыхину 24 года, у него жена и ребенок. Сейчас он проводит новогодние праздники, которые в деревне Победа не омрачились. Дмитрий Аринин, Фируза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бугульминский район. К другим темам. КАМАЗы не только грязи, но и камней пустынных не боятся. Третий этап Дакар преподнес для участников много сюрпризов. Техника экипажа Дмитрия Сотникова серьезно пострадала, но продолжит битву за гонку. В лидеры выбиваются участники из других стран. Сильный ветер, песок и пыль. В таком режиме приходилось преодолевать гонщикам третий этап ралли-рейда. На 60-м километре спецучастка экипаж Дмитрия Сотникова после обгона в русле высохшей реки попал на камень. На ремонт ушли драгоценные 2 часа. Сильно замят мост, соответственно, деформировался, загнулся мост, и посадочное место редуктора, оно раскрылось, и оттуда потекло масло. Сам редуктор не задет? Ну, сам редуктор вроде бы не гудел, шумов не было, поэтому я думаю, там в порядке. Но поменяем все, я думаю, для профилактики, для перестраховки. Механики команд проводят за работой практически целые сутки, чтобы спортивная техника не подвела на трассе. В этом году Айрат Мардеев наблюдает за происходящим со стороны и также помогает коллективу. В запасных частях комплект для ремонта поддонов, я думаю, он должен вполне подойти и к решению этой проблемы. Вот, да, отверстие достаточно большое, 100 на 100. В ходе непростой борьбы первым финишировал Андрей Каргинов. На 5 минут от него отстал белорус Сергей Вязович. Антон Шибалов замкнул тройку призеров. Действительно сложная гонка. Наверное, спасибо организаторам за такую возможность испытать нас, экипажи, испытать машины. Дальше еще сложнее. Спортивные экипажи отправятся на восток, вглубь Саудовской Аравии, и преодолеют равные части песчаных, прямых и гравийных участков. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Саудовская Аравия. Снега ждали уже половину зимы. Похоже, он все же будет. Гидрометцентр Татарстана предупреждает об ухудшении погоды. Завтра утром по республике туман. Днем же прогнозирует метель с порывами юго-западного ветра до 16 метров в секунду. Заранее подумайте, как будете добираться на работу. Ведь выходные закончились. Завтра первый рабочий день после новогодних праздников. Мини-отпуск дает о себе знать, как подготовиться к трудовым будням и не проспать. Инструкцию сделал Салават Мухаммадуллин. Так, стоп! Завтра же первый рабочий день. Праздники закончились, статус ничего не делания пора сменять. Начать можно, например, с генеральной уборки после марафона гостей. Или можно, например, начать разбирать новогоднюю елку. Ну, в конце концов, не до марта же ей стоять. Мы с вами привыкли есть оливье, салаты, выпечку. Конечно, это очень вкусная еда, но крайне тяжелая для нашего организма. Очень просто мы можем перейти на правильный режим, не голодая. На курицу с овощами, на индейку с киноа или рыбу с гречкой. Все очень просто. А из сладости выбираем фрукты. Сбросить лишние килограммы и немного взбодриться поможет и спорт. И для этого не обязательно идти в специальный зал. 30-60 минут занятий на свежем воздухе обязательно повысят концентрацию гормона счастья. Просьба к руководителям, чтобы они прямо с утра не заставляли работать своих сотрудников, а может быть дать им возможность полчаса-час поделиться впечатлениями, позитивными воспоминаниями. Есть свои секреты подготовки к рабочим будням и у казанцев. Выспаться, выпить цитрамончику успокоительного. Больше позитива, смотреть на мир широко распахнутыми глазами. И вот еще несколько советов. Ложитесь сегодня спать пораньше, чтобы не проспать первый рабочий день. Соберите детей в школу заранее. Не забудьте подготовить и свои вещи. Утро обещает быть сложным, а тем самым вы хоть немного его облегчите. И последнее. Не бросайтесь сразу в бой. 9 и 10 января лучше постепенно входить в рабочий ритм, чтобы с нового понедельника уже ударно начать 2020. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Платить стали больше, работать дольше, курить меньше. Ключевые изменения в законодательстве за десятилетие читайте в интернет-газете «Реальное время». С
Скидки привели к столпотворению. Сегодня в соцсети облетело видео, как в Казани огромная толпа скопилась у одного из гипермаркетов. На кадрах видно, как люди заполонили всю парковку и врываются в магазин. Как выяснилось, причина тому 85% скидка на продукты в последний день работы магазина. Столпотворения не было, а было весело и людно. Сегодня в Менделеевске гуляла рождественская ярмарка, фестиваль «Сбитня». Ряженые барыни и пир на весь район. Все краски в сюжете Рамиля Галиуллина. Пуститься в пляс с колоритными ряжеными или угоститься ароматным чаем. На Майдане Менделеевская рождественская ярмарка. Татьяна Акиншина приехала с песнями из Тукаевского района. Вот чего только нету. И масло, и молоко, и рыба, и мясо, и сало. И все это так красиво и весело. И народ веселый, все ходят, улыбаются, костюмы яркие. Делаются вот такие корзиночки красивые. Наслаждались не только музыкой, но и яствами. Их на площади в изобилии. Во главе угла самовар и перепечи. Праздники на ура. Всем нравится. Праздник действительно очень чудесный, светлый. И в Менделеевском районе сегодня наша земля всех гостей встречает, всех угощает. Это начинание, которое на самом деле достойно просто уважения. Люди отдыхают, они сидят дома. Бойкая торговля, песни и пляски. Ярмарка стала большим праздником для всех. Здесь татары и русские, удмурты и чуваши. Впечатление самый замечательный, праздник бесподобный. Хотелось бы, чтобы такие праздники проходили у нас почаще, потому что действительно все-таки сплочается народ. Наши предки здесь отмечали праздники. Я думаю, что в любом случае наша задача сегодня как раз это все возобновить. Вот третий год подряд мы на этой территории проводим рождественскую ярмарку. Для этого все забавы. Например, катание на лошадях или конкурс на самые оригинальные санки. Дальше больше обещают организаторы. На следующей ярмарке ждут гостей со всех районов Татарстана. Рамиль Галиуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Менделеевский район. В Нижнекамске новогодняя елка засияла иллюминацией в честь столетия ТАССР. Напомним, традиционно в городе на Каме в новогодние праздники в лесную красавицу превращается местная телевизионная башня. На этот раз ее 200 метров украсили в честь знаковой даты республики. Отметим, в Челнах в первый день года столетия ТАССР поженилась молодая пара. Супругам подарили памятную медаль. В Лаишево сварили 300 литров ухи. Здесь прошел традиционный зимний фестиваль наваристого рыбного супа. Костры разожгли прямо у центральной елки. Рецепты блюда изучал Ленар Гинатуллин. Блюдо с сотнями рецептов, и у каждого он свой, неповторимый. В Лаишево ежегодно проходит фестиваль, где за один день можно попробовать пару десятков версий ухи. Здесь собираются повара со всех сельских поселений района. Разнообразные рыбы здесь. Вот, и сом есть, и судак есть, и все остальное, и сазан есть. Так что вот такая уха должна получиться. У повара из Именькова секрет в разнорыбице. У команды из Столбищ в котле плавают практически все виды перца, а Габишева открывают крышку и добавляют рюмку водки. Говорят, так готовить веселей. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Прогулку по фестивалю можно смело приравнять к художественной выставке. Только вместо красок у творцов рыба и овощи. Кому назови, кому назови. Ну а пока готовится уха, любой желающий, все, кто пришел на фестиваль, могут пуститься в пляс вместе с вокальным ансамблем из Лаишева. Уха готова. Гости, приехавшие с семьями, идут по разным рядам, чтобы успеть попробовать как можно больше вариантов блюд. И несмотря на то, что супа в этот раз сварили 300 литров, уха расходится на ура. Вкусно? Да. А мама у тебя готовит уху? Нет, фестиваль ухи нам очень нравится. Мы с удовольствием готовим, приезжаем, участвуем. Лучшую уху по версии жюри сварила команда, состоявшая из поваров Большекабанского, Куюковского и Александровского сельских поселений. Лаишевцы ждут гостей на следующий фестиваль ухи уже этим летом. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лаишевский район. Ну а после сытного обеда лучше не спать, а покататься. Так и сделали жители села Юлсубино Рыбно-Слободского района. 6-й год подряд они идут на местную гору. К ним присоединился и Сергей Хайдаров.
скорость, снег в лицо и безудержное веселье. По-другому про зимний Сабантуй в Вилсобино и не скажешь. Людей здесь только что, кажется, из домов выбрались все селяне. Атмосфера такая приятная, теплая, все в хорошем настроении. Да. Все отлично. Если скатываешься с ватрушки или с ледянки, здесь очень страшно. Попасть вот в такой вот праздник, это вообще круто. Кажется, что вот такие вот ватрушки есть абсолютно у каждого жителя этой деревни. Причем, если вы приехали сюда без нужного инвентаря, не беспокойтесь, местные вам всегда помогут. Поехали, девочки! Были и те, кто решил удивить односельчан. Нарядились в костюмы, сами соорудили сани, да еще и нас взяли с собой. Слушайте, это не опасно? Опасно? Вы так спокойно об этом говорите? Пока одни несутся с горы, других катают на лошадях, снегоходах. Чуть дальше на площадке проходит концерт. Рядом готовят вкуснейший плов и уху. Судак, налим и сазан. Люди вот подходят, покушают примерно горячий чай, чтобы не замерзли. Раньше было поменьше народу. Интереснее становится. Все придумываем новые игры. В дальнейшем думаем не только по всему району, а всю республику сюда собрать. Этот праздник точно будет традицией. Причем долго жить воспоминаниями о зимнем Сабантуе селянам не придется. Уже летом они придумают для себя что-нибудь новенькое. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Рыбнослободский район. В настоящую сказку сегодня попали дети сотрудников Казань-Оргсинтеза. Они побывали на 2 праздничных елках, куда специально приехали герои мультфильмов и другие сказочные персонажи. Когда наука творит чудеса, праздник превращается в сказку, где в руках фокусника закипает ледяной азот, а в руках детей даже мягкий банан становится крепче железа. Чувствую, что он не протыкался, а фокусник руку убрала, и оказывается, что он пробился. Чудеса случаются на праздничной елке для детей сотрудников Казань-Оргсинтеза. Здесь сотни 4- и 5-летних малышей. Их родителей, к ним пришли десятки мультгероев. Такие классные аниматоры. Все так красиво. Сейчас ждем представления. Главная история об Аладдине и Жасмин. Легендарная сказка специально для детишек сегодня на большой сцене. Тема вечная – любовная история. Даже взрослым интересно оказаться в атмосфере такого праздника. А малышам самим стать частью этой сказки. Ведь главные герои сегодня они, а сказочные персонажи – их друзья и напарники. На этом все. Далее о погоде и до новых встреч. Всего вам доброго. Здравствуйте! Североатлантические циклоны принесли на большую часть европейской территории России теплый и влажный воздух. О погоде на 9 января через несколько секунд. В Новый год с новой кухней. Успейте заказать кухню вашей мечты в Данил Мастер с новогодней скидкой 20%. Приходите. Казань, улица Восстания, 23. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, пройдет снег, местами сильный, -6. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, возможно метель, потеплеет до 4 градусов ниже нуля. Для севера республики 9 января будет пасмурным, слабоморозным, -4. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси также пасмурно, выпадет снег и 3 градуса со знаком минус. Солнце не спешит радовать и жителей юго-востока республики. Тут по-прежнему пасмурно, снежно, -3. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, около 5 мороза, пройдет снег, местами сильный. В пятницу осадков станет меньше, температурный фон существенно не изменится. Мясоперерабатывающие предприятия «Дуслак» и «Селямет», производители продукции «Халяль», выпускаемой под контролем Комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ-РТ, представляют широкий выбор колбасной продукции, мясных деликатесов, полуфабрикатов «Халяль». Также представлена линейка «Эко» и «Премиум».
В Казани будет облачно, пройдет снег, в первой половине дня сильный. Температура воздуха -2, -4. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.